Amigurumi yörülü oyuncaklar ince zanatı Japonya devletinden gelme. Gegaylan hem kukaylan minyatüralı yörülen hayvancıklar, insanlık çizgilerinden personajlar bütün dünyaya anıldılar. El ustaları Komrat'tan Irina Sarıterzi hem Raisa Spatarenko bu el zanatından bir yıldan ziyade çalışırlar. Amigurumi onların sevgili işi oldu. Амигуруми – это японская техника вязания игрушек. Чаще всего это игрушки в виде животных, мультипликационных персонажей, каких-то других интересных персонажей. Все, что в голове у создателя. Фантазии разнообразны, каждый создает так, как он считает нужным. Что еще хотелось бы добавить, то что амигуруми особенны чем? Тем, что у них, как обычно, получается, что голова всегда больше, чем тело. Само тело всегда немножечко меньше. В этом и особенность. То есть не каждая плюшевая игрушка считается амигуруми. Да, они есть маленькие, они есть большие, но особенность амигуруми именно в том, что некоторые детали увеличены, а некоторые уменьшены. То есть непропорционально, как в жизни это происходит. Также в амигуруми всегда большие глаза, больше, чем они должны быть в пропорции. У нас классический вид амигуруми. У нас в основном все персонажи из мультфильмов или животные. Irina hem Raisa amigurumi oyuncaklarını ilk bakıştan sevmişler. Kamil oyuncaklar, fantastikalı suretler, çizgi filmlerinden personajlar ustaların yerlerinde başladılar peydalanma. Изначально увидела эту игрушку в интернете, конкретную игрушку. Это был первый зайка с длинными ушками, очень красивенький. Сейчас его уже нет, но очень много у нас таких заказывали игрушек к деткам. Я ее связала первую для своей доченьки. И уже в дальнейшем продолжила дальше, потому что не могла остановиться после первой игрушки. Нужно было еще все время пробовать. Я раньше видела такие игрушки. Все время мне казалось, что я не смогу связать. А потом, когда я увидела, что Ирина связала первую игрушку, а почему я тоже не смогу? Я тоже смогу. Sevgili zanaatını Irina hem Raisa, anılmış tavşancıklardan hem ayıcıklardan çeketmişler. Ustalar unikal avtorluk işlerini yaratarak kendi koleksiyalarını gün günden genişlediler. Вообще, изначально мы начинали с заек и мишек простых, без одежды, без ничего. Просто вот зайка, мишка, глазки, мордочка, все. Мы начинали с самых простых игрушек, вот самого простого. Сейчас, чем дальше мы углубляемся, тем больше деталей мы вяжем, тем больше деталей мы воспроизводим в жизнь. Yörme oyuncaklar büyüklüğüne göre küçük, orta hem büyük olabilirler. Hepsi onlar ipliklerden, Gega'nın büyüklüğünden hem sık ya da bol yörmesinden çekilirler. Допустим, я вяжу игрушки крючком номер 4, Ирина вяжет крючком номер 4,5. Чем выше крючок, тем изделие получается больше. Чем он меньше по размеру, тем и игрушка получается меньше. И еще зависит от того, какой пряжей вяжем. Если это плюшевая пряжа, то игрушка, естественно, все равно получится объемной. Это от 25 сантиметров и выше. Но тут уже тоже в зависимости от того, какая схема и какая игрушка сама по себе, какой мастер-класс. Amigurumi suretleri, olsunlar onlar hayvancıklar ya da çizgi filmlerin personajları, ustanın bakışına göre var nice giyimli hem de giyimsiz olsunlar. Это у нас медведь Паддингтон. Он одет так же, кстати, как и в мультфильме. У него такая же синяя курточка с такими же пуговками, такой же шарфик, такая же шляпка. Все идентично. И есть у него еще в дополнении чемоданчик. В последнее время мы стали больше вязать игрушки в одежде. Это очень привлекает, потому что много деталей. Мы переносим не только мультипликационные образы, но и просто животных. Есть очень красивые животные, есть в одежде, есть без одежды. Да, многим деткам нравится, и они хотят, допустим, иметь игрушку со своим любимым персонажем. А почему бы нет?
Я думаю, что каждому ребенку, если он любит какого-то персонажа вот по телевизору, интересно посмотреть на него вживую, пощупать его, потрогать, поиграть им прямо своими руками. То есть не просто посмотреть по экрану, а действительно увидеть его в жизни. Даже взять, допустим, вот эту игрушечку. Я ее закончила вчера, специально для передачи. Вот. Это Фиона из мультика «Шрек». И она тоже максимально похожа. Да, она не такая худенькая, как там, она такая более пухленькая, но что в ней особенного, что такой же зеленый цвет кожи, такое же платьюшко, здесь такие же, вот если вы обратите внимание на телеэкраны, там Фиона тоже с такими же вот рюшечками, можно сказать. Вот. И цвет волос тоже максимально приближенный постаралась показать. Вот. Скоро у меня будет еще Шрек, и у него тоже будет такая же рубашечка и такая же коричневая жилеточка. То есть все пытаемся делать, чтобы было максимально похоже. Камил хайванчыклар, фантастикалы сүретлер дил сырадан. Хепси жионнар жанны чизгилерлен gösтериле. Как нельзя не влюбиться в такого зайку? В этом зайке вложена вся моя любовь и вся моя душа. И он сделан с огромным вдохновением, потому что, увидев его единожды в мастер-классе, я поняла, что я немедленно должна его связать. Здесь особенно то, что здесь определенные бантики. Бантиков в мастер-классе не было, я их сама придумала, сама связала, сама ушки вот так вот закрутила, можно сказать, что в трубочку. То есть по мастер-классу они были просто длинные ушки, но мне захотелось добавить какую-то деталь от себя, от своей души и от своего сердца. Поэтому этот зайка для меня особенный. Вот эту игрушку я вязала ближе к своему дню рождения, поэтому она для меня очень особенная. Она мне нравилась в мастер-классе. И я очень хотела ее связать. И она получилась такая, какая должна была быть, какой я ожидала. И я ее все время о ней вспоминаю в свой день рождения. Получается, что сама собачка нейтральная, плюс мордочка тоже светлого оттенка, но подчеркивая, что это девочка. Обязательно вот такой вот яркий акцент в виде бантика, носика розовенького, и пяточки у нас тоже розовенькие здесь есть. К собачке также, чтобы подчеркнуть яркость, идет коврик. И еще у нее есть вот такая вот замечательная косточка. То есть до малейших деталей мы пытаемся все показать и все воспроизвести в жизнь. На просторах интернета попался мастер-класс вот такого хомячка. Сначала мне привлекло его имя – Арсений. Потом мне понравилось, что он вот такой вот пузатенький, с такими вот ляшечками, с такими щечками. У него есть здесь усики, розовый носик. И мне понравилась его курточка, которая, кстати, снимается. И можно даже снять капюшончик. Вот, смотрите, пожалуйста. И теперь он уже без капюшона. Ребенок, играя, может его раздеть. И, кстати, здесь можно обратить внимание на то, что сам хомячок связан крючком, а сама курточка связана спицами. Сам процесс и начало, оно почти одинаковое у всех игрушек. А вот конец – это самое интересное, потому что ты уже одеваешь эту игрушку, создаешь ей мордочку, какие-то отдельные аксессуары. Amigurumi Jingırdak oyuncakları en küçüklere değini, kamil dizaynı hem fonksiyonellığını birleştirir. Buta bir soy, yürümek oyuncakların çeşidi аңғыларыны yapırlar Ирина хем Раиса. Кроме игрушек, мы еще решили попробовать погремушечки. Вот такие вот для новорожденных. Они звенят. Это еще идут и не только погремушки, но и грызунки. Нитки у нас гипоаллергенные, это чистый хлопок. Глазки на безопасном креплении, ребенок их не выковыряет. Гремелка, которая внутри, ее тоже достать невозможно будет. Ничего не оторвется, все пришито, очень аккуратно, кольцо не поломается, оно деревянное. Оно не покрыто ничем, никакими материалами, которые могут навредить ребенку. Оно чисто деревянное колечко. Есть мишки, зайки, есть жирафы, есть единорожки. İnternette amigurumi ince zanatına öğretme kursları, master-klassları, аңғылары техника temellerini yardım ederler kapma çok var. Раиса hem Ирина örnekleri onlardan kavrayırlar.
У нас есть схемы. Мы схемы приобретаем. Схемы бывают разные. Как правильно распознать шаг за шагом, так скажу. В каждой схеме изначально указываются все материалы необходимые, указывается обозначение, то есть сокращение слов, аббревиатуры, так скажем, которые поясняются, к примеру, кольцо амигуруми КА, к примеру, прибавка ПР. То есть сокращаются все и пишется количество рядов, количество столбиков. Этого зайку я уже сделала. Он получился, точнее, максимально как по схеме. Зайка у нас крольчонок Маруся. Создавался, это, наверное, вторая моя большая игрушка, но действительно очень мне понравилось. Вот он, вот такой вот он в жизни. У него есть солоха, у него есть комбинезончик. Носик полностью вышиваем руками, то есть он не приделанный, не закрепленный, не готовый. То есть мы делаем его ниточками, глазки, здесь у нас стрелочки, бровки, все это ручная работа. Даже пуговички вот специальные мы приобрели, чтобы образ был дополненный до конца. Как-то так, можете даже вот сравнить. Два зайки одинаковых. Ушаклара дейни yürmek tertipleri ustaların tabir sevilmiş işi. Boyunca zanaat tradisiyaları yaratıcılığı hem el sıcaklığını birleştirir. У нас есть еще один вид вязального искусства. Это вот такие вот тепленькие, мягенькие пледики. Они создаются специально для деток. Например, в холодную погоду, зимой можно с легкостью укрыть ребеночка этим пледиком, он не замерзнет, потому что пледик теплый. Есть детские пледики, размеры у них есть разные. Есть детские пледики, размеры более-менее маленькие, есть побольше, и есть совсем большие, уже идут как на двухспальные кровати. То есть пледы подойдут и деткам, и взрослым. Но в основном их берут для деток, также для мальчиков и для девочек. Цвета у нас нейтральные, вот такого вот плана. Цвета у нас нейтральные, но можно сделать и яркие. Это уже по предпочтению каждого человека. Вот у нас здесь есть вот такой вот коричневый цвет и вот такой вот сероватый. Хочу отметить, что эти пледики не вяжутся ни спицами, ни крючком, плетется руками. Такой пледик 90 на 90 можно сплести руками в течение пару часов. İşlemek materyallerini ustalar seçerler. Amigurumi oyuncaklarına mahsus iplikler, furnitura, gegalar lazımны. Мы готовим инструменты, из них нам нужны всегда крючки, иглы разного размера. Вот здесь вот у нас есть такая игла, есть больше, даже вот такие вот большие, есть меньше. Вот в этой коробочке разного размера. Ножницы нам нужны всегда. И, конечно же, нитки. Вот иголочки есть тоже разные, с разными изгибами, с разным ушком, большим и поменьше. В вязании амигуруми мы используем нитки плюшевые. Вот такие вот они, очень мягенькие, гипоаллергенные. Вот такая пряжа есть, тоже имитация меха. Ее мы тоже используем. Вот эта вот пряжа у нас подходит для гривы, для челки, в общем, для шевелюры. Такую пряжу, это у нас хлопок, мы используем чаще всего для одежды. В каждой пряже есть свой размер крючка. Для этой пряжи у нас крючок номер 2,5. Для плюшевой пряжи у нас крючок начинается от 3,5, 4, 5, 4,5. Для этой пряжи у нас строго 4,5. На каждой этикетке указано, какой размер крючка нужно использовать. Деталей на самом деле очень много. К примеру, возьмем вот здесь вот. Вот здесь вот у нас представлены пуговички, суставчики. Вот так вот они выглядят. Это сустав. И вот его ножка. Вот такая вот определенным образом.
Для чего нужны суставы? К примеру, чтобы двигались ручки и двигались ножки. Ставим в само тело с одной стороны сустав и с другой стороны также ставим в ручку или в ножку, и он крепится. И если ребенок захочет, он может повернуть ножку, прокрутить ручку. Также у нас есть носики. Носики у нас тоже разных размеров. Здесь у нас на них есть специальная палочка. И вот здесь вот у нас есть такая закрывашечка. Ножка, да, ножка специальная и закрывашечка. Закрывашка плотненькая. При закрытии закрывашечки мы сильно надавливаем на нее, потому что если не приложить усилия, закрывашечка не закроется. И вот таким вот образом носик у нас уже закрытый. Если мы захотим ее снять, мы уже ее не снимем. Носик остается только выкинуть, потому что это безопасное крепление. И в любой игрушке, если мы ставим носик, ребеночек не сможет его выковырять оттуда, потому что вот эту ножку уже никак не снять, закрывашку. Носики есть также разных размеров. Есть большие, средние, маленькие. Здесь в каждом отделе свой размер. Также у нас есть шплинты. Шплинты также есть разных размеров. Это вот такие вот деревянные диски деревянные. И вот для них специальные есть вот такие вот крепления. Сейчас я вам их открою. Вот, значит, у нас вот такой вот деревянный диск. Он вставляется с одной стороны игрушки, и второй такой же диск, такого же диаметра, с другой стороны игрушки. Между ними вставляется шплинт вот таким вот образом. С другой стороны у нас глазки. Глазки у нас есть очень много разных глазок. Я вот сейчас вам продемонстрирую разницу, начиная от больших, заканчивая совершенно маленькими. Вот так. И вот так. У каждого глазика есть ножка. И для этой ножки есть специальная закрывашка. То есть точно так же безопасное крепление мы закрываем. Сейчас сделаем вот так, к примеру. Мы закрыли, все, глазик у нас закрытый, и теперь его уже не вытащить. Каждый глазик у нас изолирован пленочкой, что способствует тому, что глазики друг об друга не царапаются. Вот эти гремелки мы вставляем в погремушки. Вот эти пищалочки в маленькие игрушки для самых маленьких малышей, для того, чтобы им было интересно дергать и пищать. Реснички у нас есть, вот такие вот. Мы их клеим на глазки. И есть еще вот такие вот колечки для погремушек. Мастер-класс амигуруми үйірмесінде Раиса Хемерина gösterdiler. На данный момент я начала вязать игрушку, единорожку. Она будет с вот такими вот копытцами. Вот они вот здесь вот округленные, ниточки мы в дальнейшем уберем. И ее тело. Ножки я уже наполнила, остановилась на том, чтобы ввязывать ручки и наполнять само изделие. Изделие у нас выглядит вот так, то есть ножки внутри уже наполнены, и сейчас нужно наполнять тело. То есть оно внутри пустое, чисто каркас. Давайте начнем наполнять тело. Так, наполнитель у нас холофайбер. Вот, можете обратить внимание, что при сжатии и разжатии форма не меняется, остается такой же. Очень легко использовать в игрушках, потому что даже при стирке форма не теряется. То есть он такой же, даже если его намочить и при этом высушить, он останется такой же формы. Но нужно уметь стирать данные изделия. Наполняем мы игрушку не сильно плотно, но и не сильно мягко, то есть средне. Почему? Потому что если слишком плотно наполнить игрушку, со временем нитки могут растянуться настолько сильно, что будут видны дырочки. Это будет совершенно некрасиво, и игрушка потеряет свою форму. А если слишком мягко, то вот, как вы заметили, игрушка не будет иметь формы вообще. Соответственно, мы наполняем средне. Давайте начнем наполнение. Наполняем мы получается, мы не ставим все в середину, а раздвигаем в краешки для того, чтобы придать форму. После того, как форма уже придана, мы начинаем наполнять серединку. И вот потихонечку мы видим то, что здесь уже пузико, здесь уже попочка, все вырисовывается.
Именно так, как и должно быть. Есть мелкие детали, которые точно так же нужно наполнить. К примеру, это могут быть ручки-ножки, которые даже меньше диаметром, чем вот эта ручка. При таких игрушках, при таких деталях мы используем крючок, либо что-то, что можно вот так вот тоненьким образом также туда вставить. Потому что рука чисто физически не поместится. Ножки изначально у нас идут узенькие, потом тело идет широкое. Для того, чтобы наполнить узенькие ножки, нам нужно наполнять по мере вязания. То есть мы начинаем ножку, к примеру, довязали до этой части, наполнили. Еще немножко довязали, наполнили. И так до того момента, пока не расширяется сам предмет. Когда уже расширился сам предмет, то есть он стал шире, больше, идет, соответственно, заужение. Здесь уже, вот как вы видите, узкая часть. Точно так же нужно хорошо набить, чтобы здесь вырисовывались все детали, которые должны быть в игрушке. И в дальнейшем уже набивать остальную часть. Я набила эту игрушку. Дальше мы будем вот так вот вставлять сюда вот так вот ручки. Сейчас я вам покажу. Вот так вот. Мы их будем ввязывать. Я разметила, где у меня начинаются ручки. Я поставила вот такие вот маркеры. Вот, то есть вот здесь начало одной ручки и здесь начало второй ручки. И вот сейчас мы будем идти по этим маркерам. Все, мы дошли до первого маркера. Маркер мы снимаем таким вот образом и вставляем ручку. Точнее, не вставляем, а приставляем. И потом уже начинаем ее ввязывать. То есть мы ее ставим именно на то место, где она должна быть, ряд в ряд. Мы сначала вводим крючок в петлю ручки, в первую петлю, и также в первую петлю от тела. И провязываем их вместе. Здесь у нас, как вы заметите, от ручки, так как мы ее закрыли до этого, остался хвостик. Этот хвостик мы также прячем в само вязание, то есть мы ставим его вот так вот назад. И вот здесь вот провязываем его вместе с нашей основной ниткой от основного мотка. Так, одна ручка у нас уже ввязана. Таким же образом мы ввязываем вторую ручку. Так, доходим до следующего маркера. Когда игрушка наполнена практически до конца, немножечко тяжеловато вязать, потому что она становится тяжелая. А держим мы ее буквально на 2 пальцах. Поэтому немножечко тяжеловато. Мы дошли до следующего маркера, также его снимаем и вставляем следующую ручку. Так, здесь мы начнем вот так. Точно так же, как и в первую петлю ручки и в первую не провязанную петлю тела. А сама игрушка вяжется крючком. Когда мы заканчиваем один ряд, мы доходим до маркера, который я уже сняла. Он был вот здесь. Мы, получается, что снимаем крючок и ставим маркер, так как мы будем знать на следующем ряду, где у нас было прошлое начало ряда. Да. Вот таким вот образом мы вязали ручки. Они уже готовы. Дальше мы вяжем шею и переходим уже плавно к голове. Голова в этой игрушке у нас не пришивается, она идет цельновязанная. То есть постепенно. Ручка у нас надежно крепится, ее можно потянуть, она тянется вместе с изделием, никуда она не убежит. Мы продолжаем дальше делать шею. Здесь идут убавочки, то есть она будет тоньше, 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 тоньше. И дальше мы начинаем делать голову. Все идет по последовательности. То есть голова не вяжется отдельно. Есть игрушки, в которых вяжется отдельно голова, но в этой не вяжется отдельно. Получается, что мы дошли до тонкой части и начинаем, наоборот, ее увеличивать прибавками. Вот. И дальше уже вырисовывается голова, и все. Эта игрушка у меня будет с шортиками, с маечкой, и у нее будут локоны грива. Это начало игрушки. На данном этапе у меня вяжется ежик, и он начинается вязание с головы. Сейчас я дошла до того момента, когда нужно будет вставить носик и глазки. Сейчас я вам продемонстрирую, как мы это делаем. Вот наш носик на вот такой вот ножке. И вот с такой закрывашкой. Мы его вставляем вот сюда. Поправили, посмотрели, все ли нравится. Выворачиваем и закрываем
закрывашку. Услышали 3 щелчка, больше он не откроется. Вывернули, опять проверили, все ли нормально. Вот, носик прикреплен. Теперь будем вставлять глазки. Я специально всегда намечаю себе, в какие места я должна буду вставлять глазки. Глазки у нас вот такие вот красивые, вот с такими вот голубыми, с такой голубой подложкой. Они бывают разного цвета. Вот, глаза у нас состоят из 3 деталей. Сам глазик на ножке, подложка в цвете и закрывашка. Вставляем первый глазик. Ты, наверное, когда вставляешь, покажи чуть. Вот, пожалуйста, вот так вот он будет смотреться в начале. Для того, чтобы я закрыла закрывашку, мне нужно будет ее немножко прогреть. Для этого мы берем зажигалку, немножко прогреваем. И теперь закрываем. Тоже услышали щелчок. Пожалуйста, первый глазик вставлен. Сейчас проделаем то же самое и со вторым. Так, убираем нашу ниточку. Сильно долго тоже не надо греть, потому что можно расплавить, и больше эта закрывашка уже не будет закрывашкой. Пожалуйста, наш ежик уже с глазами и с носиком. Дальше мы завершим вязание головы, потом отдельно свяжем тело, ручки и ножки, и потом будем в дальнейшем собирать их уже вместе. Миниатюралы үйірме oyuncakları amigurumi ince zanatı bütün dünyada anılır. Yürülü popüler personajların, hayvancıkların, fantastika süretlerin kopyaları sorumludur. Я вязала и салфеточки, и скатерти, и всякую всячину. Мне нравится это. Сегодня амигуруми очень популярно. Почему? Ну, потому что у них есть своя особенность, своя индивидуальность. Они очень красивые, они разнообразные, они яркие, они разного размера. Это любимое хобби, которое отнимает больше времени, чем работа, но оно нравится. И я вам скажу так, что если каждый день у меня начинается с 6 часов утра, независимо от того, во сколько я лягу спать, то мои игрушки могли меня укладывать спать всего лишь на час. Для меня лично, например, это очень важно. Это настолько мне интересно, это спокойствие моей души. Если ухожу в вязание, то все. Ты создаешь это своими руками, и каждый раз, когда ты начинаешь эту игрушку вязать, ты никогда не знаешь, какой результат получится в конечном итоге. Получится она такая же, как вот в мастер-классе, или нет. Поэтому вот в этом и интерес. Игрушки ручной работы, в них вложена душа, в них вложена любовь, потому что каждое изделие, которое делает человек своими руками, он вкладывает в него те или иные эмоции. В основном это позитивные эмоции, негативных эмоций нет, потому что игрушка сама вызывает позитивные эмоции. Здесь человек своими собственными руками это все создает, каждую деталь, каждую ресничку, каждую бровку, каждый носик, все вышивает, вывязывает, все вот своими руками. Я думаю, что все-таки ручная работа, она ближе к сердцу людей. Я считаю, что это и подарочное изделие, и для души, но в основном приобретают у нас их для подарка деткам. Raisa Hemirina kendi avtorluk işlerini yaparak tekrarlanmaz figuralar yaratırlar. Bu yaşamının payında amigurumi onlara değini daha çok ne kadar sevgili zanaat.